Музыка для меня это очень важно. Я считаю музыку инструментом волшебства, потому что это чудо, когда люди после музыки воодушевляются, идут на какие-то подвиги. Для меня музыка — это в первую очередь средство себя творчески реализовать. То есть ты, когда поешь, ты всегда представляешь какие-то образы, какие-то эмоции хочешь людям дать. То есть это огромная возможность своей энергией поделиться положительной с окружающими людьми. Я считаю, что музыка — это отдельный мир, это отдельный язык, с помощью которого можно очень многое передать. Я познаю этот язык, мне очень интересно, и музыка играет очень важную роль в моей жизни. Музыканты, они вообще сами по себе другие. Да, я считаю так. Мы, когда играем музыку, мы открываем себя, свою душу и отдаем ее зрителю. Я очень рада, что я музыкант. Музыка всегда со мной. Мама меня сама привела в музыкальную школу, потому что я с детства любила играть вот на детских пианинках. Я все время подбирала «В траве сидел кузнечик» и все такое. Она всегда так тихонечко сидит, слушает меня. Я сейчас сочиняю пьесу, и там я представляю, как будто бы я плыву по морю на лодке. И вокруг меня чайки щебечут. Я обычно сочиняю вечером, особенно у меня большое вдохновение, когда идет дождь. Ну а так я начинаю наигрывать, импровизирую, и так у меня получается пьеса. Написанное произведение сначала записываю на диктофон, а потом мы с преподавательницей Светланой Числавной по композиции записываем его на ноты. У большего количества, например, абсолютный слух, они больше слушают музыку, потому что если нет зрительного анализатора, естественно, более развит слуховой анализатор, поэтому они больше слушают музыку, больше вникают, больше их легче научить слушать музыку, то есть они больше понимают. На курае мне нравится играть, потому что курай сам по себе это тростник, природный тростник, его создала природа. И у него очень-очень красивый звук. Нравится мне еще то, что у него очень красивая пентатоника. И когда я на нем играю, я чувствую себя, как будто бы я нахожусь где-то в лесу, в уединенном месте, около речки. Ручеек, он журчит вместе с моим кураем. Я просто ничего не замечаю, поэтому, когда я играю на курае, я вообще не волнуюсь, потому что я никого не замечаю вокруг себя. В конце побольше тяни, ладно? Угу. До конца прям доведи дыхание. Сколько хватает мощи прям. Хорошо. Чтобы тонику поставить четко.
красиво как бы получается у нее. Тембр такой замечательный, звук удачный. Вибрато мне ее нравится, как она ставит вибрато и держит хорошо вот это вибрато. Вот, молодец, как говорится, кустимахан. Будем стараться и дальше. Как поставили звук, все освоили, и вот у нее прям сразу вот изменилось вот это отношение к инструменту, она прям такая задорная, спрашивает, вот как можно играть. И что самое интересное, Настя сама добавляет уже какие-то обороты, мелизмы употребляет при игре. Допустим, она послушает, как я играю там, да, может где-то услышит, как, например, сыграют там другие кураисты, исполнителей же много, вот, и она обязательно от себя что-то добавит. Очень интересно звучит. У нее есть стремление, вкус к музыке. Мне очень нравится учиться в нашей музыкальной школе. У нас прекрасная музыкальная атмосфера, прекрасные преподаватели. Я играю на баяне. Мне очень нравится играть на этом инструменте. Мне нравится его звучание. Если у меня нет настроения, то музыка помогает мне. Я слушаю музыку, играю на инструменте. И я считаю, что музыка лечит. Да, и погромче. Давайте звука, да, звука добавляйте. Музыка в разных жизненных ситуациях помогает мне. Если у меня хорошее настроение, я играю что-то веселое, также сочиняю что-то веселое. Я начала сочинять после смерти Салавата Низаметдинова. Мне приснился сон, в котором он сказал то, что я могу сочинять, писать так же, как он. Меня поражала его такая способность. Он очень много работал, очень мало отдыхал, и у него получались такие красивые произведения, которые всем нам очень нравятся. И написала пьесу, которая посвящена Салавату Ахмадеевичу. Салават Ахмадеевич Низаметдинов выпустил очень много учеников, и его ученица Светлана Вячеславовна Мусина теперь мой преподаватель. И я считаю, что это очень хорошо, что одного преподавателя сменяет другой, и, возможно, я когда-то тоже буду преподавать. Незрячим детям, я думаю, дорога очень широкая. Вот именно в плане, в музыкальном плане. То есть если ученик играет, он может поступить дальше или поет, конечно, он может дальше и в высшее учебное заведение пойти, и работать преподавателем, работать концертмейстером или давать концерт. Многие мои песни были написаны именно ночью. Я считаю, что это самое такое время, когда приходит вдохновение, и я очень люблю писать ночью.
Я считаю, что в каждой профессии есть свои трудности, что это музыка, что другая профессия. Трудности бывают разные, но мы стараемся все их преодолевать с позитивным настроем. В нашей музыкальной школе мы работаем очень много занимаемся. Я больше и больше познаю мир музыки, и мне это очень интересно. Шулай итеп, ижад ит номинацияның еңеүсеһе. Эвелина Вахитова. Эвелина Вахитова. Беренсе халыкара композиторлар конкурсы лауреаты. Спиваков фонды стипендиаты. Күп тапкырлар Рәсәй кимәлендә үткәрелгән халык инструменттары конкурстары лауреаты. Мой жизненный девиз — это идти вперед и не сдаваться. И нужно очень много работать, без этого никуда. Вообще я могу на фортепиано, на аккордеоне играть, а также на флейте. Мне нравится играть на флейте, потому что там красивый звук. Когда играешь каждый день на флейте, начинается уже чистый звук как бы приходит. Милена очень талантливая. Меня каждым разом удивляет, на каких инструментах она может еще играть. Ей было только 5 лет, когда она уже пошла в музыкальную школу, пошли мы. Сначала я, когда маленькая была, увидела такую дудочку. Не знала, что такое флейта, а потом уже как узнала, что такое флейта. Начала заниматься в стильтамаке. Сначала на блокфлейте. Таких дети говорят абсолютный слух. Хоть и зрения нету, но они слышат все через музыку. Такие дети очень талантливые. Им намного легче общаться с музыкой вместе.
Вообще я летала в Казань и в Питер. Там мы выступали. Ну да, ладно. Дома тоже устраивали. Я, например, играю на аккордеоне, а братишка поет. Рядом со мной прекрасные преподаватели, такие как Гузель Зайнуловна, Светлана Вячеславовна, мой учитель баяна Афанасьев Юрий Степанович. Вот. Они мне все тоже очень близки и, конечно же, оставили след в моем сердце. Ибо после того, как я отучусь, я буду вкладывать, возможно, столько же, сколько они в меня вложили. Азат творческий человек, он со всех сторон. Изнутри и снаружи это и видно, и даже вот если человек не знает Азата, если он начнет с ним общаться, он уже весь светится, светится изнутри. Ты не пробовал писать музыку? Нет, я музыку не пробовал писать, но я пишу стихи. Сможешь стих нам кого-нибудь прочитать? Нет, я их не помню, Не помнишь? честно говоря. Меня вдохновляют люди. Я обожаю наблюдать за людьми, и после этого музыка мне очень по душе. Я люблю играть и, конечно же, петь. У меня прекрасные друзья, я их очень люблю всех. Например, Камилочка Рахимова, она вот сдает экзамены у нее вскоре по фортепиано. Это человек с огромнейшими талантами, то есть она и поет, и играет, и плавает. В каких-нибудь немузыкальных ситуациях, куда-нибудь к экзамену какому-нибудь готовишься, или просто дома один сидишь и начинаешь петь любимые песни или просто подпевать, то есть ты уже без этого не можешь. Я даже, когда на тренировках по спорту, я теперь не могу заниматься без музыки, то есть мне надо что-то слушать, чтобы что-то играло, какой-то ритм, чтобы был. Это уже неотъемлемой частью жизни становится. У меня, на самом деле, очень широкий репертуар. Я и романсы пою, и вот у меня произведение Салата Ахмадеевича, оно уже башкирское. А в эстраде я предпочитаю что-то такое более, у меня больше лирические песни. Мне очень нравится на иностранном языке петь. Я на французском пою. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être peu nos idées. En ce silence amer, je décidai de pardonner.
les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Мне очень нравится изучать иностранные языки. Вообще одна из профессий, которую я планировала в будущем в детстве, это был переводчик. Но в основном для нас мало источников, для незрячих, изучать по книгам. Я учу на слух. Мне большую базу дала мой преподаватель французского. То есть вот именно я читать, писать, как произносить слова выучилась, и теперь могу уже самостоятельно изучать песни. Я их прослушиваю и уже на слух, как с исполнителя, стараюсь выучить. Она очень много произведений нашла самостоятельно, то, что ей хочется петь. И, конечно, мы поем не только то, что нужно по программе, вот обязательно вокалист, обязательно там романс, обязательно народную песню. То, что ей нравится, то, что ее душа хочет. У меня был первый преподаватель по сольфеджио, Сват Ахмадеевич Низамудинов. С его помощью, наверное, открылся для меня мир музыки, сколько в нем возможностей. Он с нами делился своим опытом, своими знаниями, я это навсегда запомнила. Для нас, как для незрячих, на самом деле, немного возможностей есть как-то реализовывать себя, вот именно выходить на сцену, там, знакомиться с новыми людьми. Но музыка позволяет это сделать. Вот, например, я благодаря вокалу несколько лет назад съездила на фестиваль, который проводит Диана Грудская «Белая трость», где пела с Олегом Газмановым. И благодаря этому не только Москву увидела, но познакомилась со многими звездами популярными. То есть, если бы я не занималась вокалом, я думаю, я бы их никогда вживую не увидела бы. Камила Рахимова и народный артист России Олег Газманов. Я бы хотела нарисовать мечту. Солнце и ветер, молнию на лету. Я бы хотела нарисовать полет. Ветер свободы, что меня вдаль несет. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты, чтобы красок свет нам возвратил рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говорить прощай. Если мы встречаемся, допустим, с популярными какими-нибудь звездами, да, даже звездами эстрады, то мы всегда стараемся делиться опытом, слушать, как они поют, как они занимаются, как они распеваются. Музыка мне помогает открыть себя, познать себя. Забываюсь то, что я в реальном мире нахожусь. Просто забываюсь в музыке и все. Мне очень нравится выступать на сцене. И дома тоже, на празднике. У меня в голове звучит веселая пьеса, потому как сейчас очень веселая и теплая обстановка. Мой жизненный девиз – это свет превыше всего, потому что я считаю, что в жизни должно быть очень много светлого.